Спустя 1,5 года они вновь с большой радостью встают на лед. Все это время ребята занимались в Магасе, на ледовой арене Башлам. У Муслима Дасхоева сегодня ностальгия. Мальчик впервые пришел сюда в 7 лет и теперь снова вернулся на родную арену. Мы сначала в РЗИ тренировались, потом я ушел с хоккея вообще. Потом, когда пришел, оказывается, мы на Башлам Фетисова занимались. Я туда пошел тоже. Теперь мы здесь, мне очень нравится это. И что-то там я вспоминаю в 7 лет, как я смотрел, тренировался здесь, я помню. Поприветствовать ребят и пожелать успехов приехал министр по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дашхаклоев. Эта площадка будет служить для того, чтобы вы занимали самые высокие места на всех крупных всероссийских соревнованиях. Успехов вам! Временно переехать хоккеистам пришлось из-за неисправного холодильного оборудования, которое вышло из строя. Так как некоторым ребятам было сложно добираться до Магаса, им пришлось взять вынужденный тайм-аут. Да и двум хоккейным командам заниматься на одной арене было нелегко. Пока мы занимались в Магасе, было не совсем удобно заниматься. Сейчас, так как сделали этот каток, мы можем каждый день заниматься. Команда Эрзи все-таки заниматься будет на своем Эрзи ледовом, да, это уже плюс как бы для нашей команды, для наших детей. По поводу добирания, да, было немножко некомфортно все-таки детям туда добираться. И не у всех есть родители машины. Вот это была логистика, у нас немножко нарушилась, посещаемость детей. Много было пропусков. Плюс там еще команда АСА занимается. График времени у нас был какой-то определенной рамки. Получается, соответственно, что мы должны были раньше закончить, чтобы другая команда могла так же само начать тренироваться. Но сейчас и им будет комфортно, но и нам намного удобнее будет заниматься на своей арене. Капитальный ремонт проводили несколько месяцев подряд. Некоторые комплектующие пришлось искать долго. Благодаря усилиям главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в ледовую арену РЗ вдохнули вторую жизнь. Объект простаивал, и мы не могли проводить тренировочный процесс. То есть дети не могли проводить и тренировки, а обычные жители не могли проводить свой досуг. Это востребовано у нас в республике, массовое катание. Поэтому сегодня, благо, у нас все это получилось за счет помощи республиканского бюджета. Хочу в первую очередь поблагодарить Махмуда Али Макшевича Калиматова за то, что с пониманием относится, поддерживает, развивает все, не только хоккей, все дисциплины. Также правительство республики хочу поблагодарить в лице Владимира Владимировича Состейна. Сегодня мы видим прекрасный тренировочный процесс, прекрасный лед. Все условия здесь созданы для тренировочного процесса. РЗ наконец вернулись в родную гавань. Ледовая арена была открыта 8 лет назад. За это время отсюда выпустилось 2 поколения хоккеистов. Ребята амбициозные, участвуют во всевозможных турнирах, занимают призовые места и любят то, чем занимаются. Я здесь хожу уже 6 лет. Команда у меня хорошая. Побеждаем. Я сперва ходил в дзюдо, и потом мой брат тоже ходил в хоккей. Из-за этого я тоже хотел сюда ходить, и мой дедушка привел меня сюда. Эта игра мне нравится, потому что хоккей тренирует ноги. И кто играет в хоккей? Машины. Сейчас заниматься будет намного комфортнее, а если кто-то мечтает связать свою жизнь с хоккеем, то есть отличная возможность. В команду РЗ продолжается набор целеустремленных ребят от 5 до 14 лет. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.